В преддверии Дня защитника Отечества в военной части Владикавказа прошло мероприятие для фронтовиков и военнослужащих. Поздравить с праздником пришли представители Совета ветеранов, мэрии, школьники, а также звезды осетинской эстрады. В этот день почетными грамотами за отличия, проявленные в службе, были награждены военные, а ветеранам вручили памятные подарки. Минутой молчания почтили память погибших в боях. Чем больше будем проводить такие мероприятия, тем больше будем любить свою Родину. Родина – это вторая мать. И надо Родину в любых условиях любить. Елена Койбаева служит в оперативном войсковом объединении 58-й армии уже 5 лет. Рабочий день начинается с утра, как и у всех. Вот только обязанности и задачи куда сложнее. О том, что сменила профессию работника культуры на военнослужащего, никогда не пожалела. С улыбкой признается, что на 23 февраля тоже принимает поздравления. Этот праздник в последнее время стал как бы и женским тоже, женщин в погонах. Но все равно мы воспринимаем его больше, конечно, как праздник мужчин. Ну, для кого-то, наверное, он и является и для женщин тоже праздником. Женщина в армии – это как бы, ну вот она все равно остается женщиной. Ничего не меняется. Просто, соответственно, работа, конечно, немножко иная, чем у женщин за пределами воинской части, чем у женщин гражданского, допустим, персонала какого-то. В День защитника Отечества к памятникам и обелискам возложат сотни цветов. Почтить память ушедших придут все войсковые подразделения. Среди них внутренние, действующие пограничные войска и те, чьи отцы и дети отдали жизнь во имя Родины. Рая Дзантьева, Яна Гагиева, Заур Цеов, Осетия ТВ.